quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir. Кеш жарық достар, эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта жұлдызды жүп. Бүркіт пен Аиша, қарсы алыңыздар. Аиша, привет. Салем. Там наполовину как через слизерин, тезерин. Надо бы по-быстрому отправить визаря. Полный фильм хотим по телевизору. Қош келдіңіздер. Бізді жақсы жаңалықпен қуантасыз, да, бұйырса? Аиша, расскажи нам, как вы решились на 4-го ребенка в вашем плотном графике? Ну, это было осознанно, мы планировали, потому что это, мне кажется, с каждым годом сложнее и сложнее уже, как сказать, даже не знаю. Сложнее рожать. И да? рожать сложнее, Да. и вынашивать. страшнее, и уже даже и не хочется, потому что уже чувствуешь свободу вот такую, потому что дети подросли, и уже не так хочется быть свободной уже. Қайттан басталады бәрі. Да. А сейчас Пеленка, опять коляска. заново. Последние 5 лет, можно сказать, вы отдыхали, да? И сейчас снова начнутся пеленки. Да. Ну, это же классные такие, Да. приятные хлопоты. Это тоже очень здорово, это заново. И тем более, знаете, у нас всегда была такая разница между детьми 2 года. Между каждым ребенком по 2 года, и они все маленькие всегда. А сейчас, получается, все подросли и все ждут. Все такие спрашивают, подходят к животу. Короче, 3 здороваются с няни как малышом. минимум готовы. Да, они уже такие все, все в ожидании. Говорят, когда уже, через сколько месяцев? Бүркіт, ал Аиша сізді тойға шақыра ма? Концертке? Шахрат, а мне. Мен көрген жоқпын, Не мысалы. Шахрат. Жалпы Аиша қазір декретке Я пою те кетеді. же песни, только сольно. Да, вот, кстати, как это получается? Когда вот Аиша на партии, ты в этот момент что делаешь? Я, представляешь, забыл слова. Он тоже То, что она поет. Он то, тоже что она поет поет, это. Я, представляешь, забыл слова и вот недавно вот выступал и не смог спеть. Ну как это было? Как? Ну, твои партии, вот, Тау-Тау сезім, ну, бәрі жақсы болды, я помню, там, потому что небольшой текст. Тау-Тау, например, қолымнан ұста, я забыл, представляешь, ее партию. Раньше-то пел, а потом, сейчас же мы же часто выступаем же, сколько лет уже вместе, да? И бір қарасам, раз, сөзі есіме келмейді, забыл. Это знаешь что? Это же возраст получается. Да. Это же... Можно я рядом с тобой сяду? Мы же с тобой одного возраста примерно. Ты давай не путай, я не 53-го года. Это возрастное получается. Аиша молодая, конечно, она все партии свои помнит. Аиша, ты на сколько уйдешь в декрет? Ну, ненадолго. До лета, куда хвас. До лета да? где-то, Ну, да. это всего пару месяцев. Да. Біздің шоу-бизнесте сіздер сияқты берік отбасылар аз. У нас в шоу-бизнесе мало таких долгожителей, да? Бар ғой, бар. Купиясы неде. Қалай ойлайсыз? Вот, Вика, ты Купиясы? думала о том, что вот что же все-таки вас... вот в шоу-бизнесе же не так много семейных пар, которые действительно могут так долго жить вместе счастливо. Вот в чем, как вы думаете, вот ваша фишка, в чем ваш секрет? Ну, много разных факторов. Первое, наверное, это то, что мы вместе работаем. Но для нас это очень хорошо получилось, как-то так сложилось. Это удобно, и мы вместе времени проводим много, получается. Деньги в одну кассу. Да, это тоже, наверное, хорошо. Как-то это вот, наверное, первое. Потом Уважение. Мы друг друга уважаем. как личностей. Воспитание. Бұл кісінің де шешесі хорошо воспитала ее. Мои родители тоже меня хорошо воспитали, потому что показывали нам хороший пример. На жену нельзя кричать, руку поднимать нельзя, қатты сөйлеуге болмайды,
И так, ну, с уважением друг к другу относились. У меня родители, например, всегда друг к другу относились именно так. Кішкентай кезімнен өсіп келе жатып, көріп келе жатырмын. Сондықтан да каждый человек в подсознании старается повторить эту модель. Это даже не то, что старается, он так выходит. Да? Сахнадағы және күнделікті өмірді қалай бөлесіз? Бөлеміз? Иә. Неге Ну, например, бөлеміз оны біз? өйткені мысалы, Неге допустим, бөліміз керекпіз біз оны? сцена для вас это работа, правильно? То есть Так. вы выходите на работу. Так. А в жизни вы обычный муж с женой. Вот как вы разделяете? Это все Не равно же? разделяем мы ничего. То есть абсолютно. Мы пришли, переоделись и чай пьем. Что разделять-то? Не, ну подожди, на сцене рядом с тобой не просто жена, которая тебе утром завтрак готовила, да? Нет, Рядом на с сцене тобой для меня жена. Аиша. Рядом я со мной жена. Жена? Нет, Кто ну, еще? Я что, на подожди, нее подожди. как посмотрю? Как на диву. Она Я и же с так на тобой, неё смотрю. она красивая, на сцене она в роскошном платье, да, вся Так. такая в бриллиантах, поет, двигается. Это Аиша, звезда. Она не жена тебе в Для этот меня она момент? не звезда. Да, я тоже так думаю. Да? Для меня она королева. Ой, ладно. Вот. Я думаю, в этом секрет. Звезд много, королева одна. То есть вы не разделяете, да? Нет. Когда вы выходите на сцену, вы не относитесь друг к другу как к коллеге. Айша, сейчас смотри. Но вы же не будете? Айша, самауын қойып жіберіңізші, пожалуйста. Сіз звездасыз ғой. Не, ну не бывает такого, Жоқ бізде например. ондай. Ну, сахнада, вы же не обсуждаете? А Чё? что там ертен, она стройка қалай болып жатыр? Обсуждаем? Обсуждаем мы. Обсуждаете? Да? Я Что-то вам мебельчатер няню не кеменной. может- То есть Вот на так. сцене вы можете обсуждать бытовые проблемы. Не, ну когда поем, конечно, это невозможно, но за сценой, за кулисами За возможно. кулисами, то есть вы не Конечно, относитесь? нет, а как? Я даже не представляю. Даже вначале не поняла, как это, когда задавала вопрос. Даже не поняла, что, о чем это. То есть у вас нет никакого вообще А разделения? разделения нет у нас. Просто жизнь. Жизнь идет. Тут такая жизнь, тут такая жизнь. Ни тут разу такие не было такого, ответственности. что вы говорите, слушай, я не просто твоя жена, я Аиша. Не говорила так? Представляешь, что я так говорила? Я сейчас просто представил себе. Не было такого? Был бы взрыв. Был бы взрыв, Граната да? взорвалась. Вот, кстати, Нет, да. немногие знают, что мы с Аишей землячки. Аиша из Караганды, и не просто из Караганды, она из района Майкудук. Видите, как он сразу так приподнялся? Я Он- просто смотрю, почему у тебя кресло белого цвета, у нас Это так задумано. Почему какой сирень? Это так синий, задумано. голубой. Синий? Да. Это голубой, Голубой? вообще-то. Да. Голубой такой. Я даже говорю возраст. Смотри, Беркут, Да? майкудукские девчонки, ну Так. мы знаем, да, Геннадий Головкин из Майкудука? Я много раз ездил в Майкудук, ни разу не видел девчонок там. Я не знаю почему. В смысле? Ну, с тобой-то я познакомился в Алмате, но в Майкудук я ездил же сколько раз. Со своей мной? бабушки. Да. Ну, что, мы там никуда не ходим, кроме бабушки. Мы... Ну, я там девушек Ну, не конечно, там видел опасно уходить. Там только идешь сразу в подъезд и выходишь. Нет, это уже не так. Раньше в 90-х, вот после, ну, в 90-х началось, и потом Можно оно попить? Конечно, конечно, это же наши спонсоры Макси Чай. Вот, вот... А у мне нас, воды налей, пожалуйста. У нас дети любят Макси чай. Да, мы все любим Макси Чай. То есть в Майкудуке, вот когда ты там росла, там же было опасно. Ну вот, да, у нас были раньше такие группировки, я помню, но я никогда нигде не участвовала, у меня была своя То есть жизнь. у тебя нет криминального прошлого. Меня один раз побили, но так, девчонки, мощно, это с таким фингалом ходила, а так, О. да, вот. Ну, у нас раньше разные были. Слушай, но тарасские парни тоже же, там же у них тоже был криминал, да? Ты ни в какой группировке не состоял, кстати? Аман сен қалдық қой сол жерден. Да? Выжили. Ты уехал до вот этих криминальных группировок или как Нет, раз когда они уже были? Я уехал из Тараза в 2000 году. Пронесло. И вот Слава Богу. к чему я веду? К чему я веду? Майкудукские девчонки, они с характером. Мне кажется, это с виду только Аиша выглядит такой лапочкой, такой очень гибкой. А по факту, мне кажется, что у нее такой прям мне закатал. Страшно. Давай на этом шоу расскажи всю правду. Я как-то домой захожу, это было как-то вечером. Ой, сентябрьдің вижу, сейчас аяғыма. врет уже. Ну ладно, расскажу. Давай. Я такой дверь открываю, и тут раз такой каблук на меня летит.
құладым ана жерден. И все время под каблуком теперь. Есть еще, знаешь, есть подкаблучники, а есть подтапочники. Там вообще нет ни воздуха, ничего. Ты скоро перейдешь по эту стадию, да? Я так понимаю. Нет, на самом деле нет. Нет? Когда я так хочу делать, то меня Что тебя ставят на останавливает? место. Иногда женщина мужчину должен как-то останавливать, потому что, иногда несет, мне кажется, бывает эмоции. И, хорошо, когда есть мужчина, который может сказать: стоп, остановись, все, ты уже перегибаешь палку. Я знаю, что дальше может быть, поэтому, я стараюсь даже. Что дальше может быть? Дальше просто, я не хочу развивать конфликт, например, сильно. В одном из интервью вы сказали, что до женитьбы у вас конфликты были каждый божий день. Да. Ну, Да, не это- каждый день. Нет, каждый день почти. Каждый день? Да, Ну, вообще. да. Нет, Если у не нас, сахтовался. да, То есть ты хорошо помнишь, да? Это было 15 лет назад. да. Просто он-то не помнит, у него уже как бы возрастное. Да, у нас это вообще-то, А с чем это конечно, было связано? Просто мы очень разные. Очень разные. Скажи же, разные? Но за 15 лет, наверное, все-таки как-то произошла вот эта ассимиляция, и вы как-то... Сейчас мы просто уже друг друга хорошо понимаем. И у меня есть своя свобода. Я могу делать то, что мне нравится. И Бек это уважает. Я уважаю то, что ему нравится. А раньше это все равно... И когда мы встречались, это было совсем по-другому же. Это же... Я не собиралась его слушаться, потому что он не был моим мужем. Только когда мужчина становится мужем, я могу его слушать. Да, а до этого он тоже хотел, чтобы я его слушалась и тогда. Скажи честно, Беркут, мне кажется, что именно это тебя, наверное, и зацепило, потому что я помню твою бешеную популярность. Представьте себе, он был моложе. Представляете, да? Сейчас я фотографии напомним, да? Что она когда он- сказала? Иди! Вот Осылай, дай ұнамаған бог- сұрақтарға мен дай сөйтіп, бог, не что- дейді? Дай бог, чтобы мы дожили Мен до де тех... папам үйде сөйтеді. Да, дай Папа у меня такое. Да? Чего не надо, он не слышит это. Керек нәрсені издалека слышит. Болмайды олай деп. Айтпақшы, менің білуімше, сіздер 2 жыл болды, ата-аналарыңызбен бірге тұрасыздар, иә? Мен сұхбат жазғанда, сен маған көрсеткенсің, жаңа үй салып жатырмын Я деп. көрсеттім ғой ана жерде. Ой, начинается. Новый дом Давай. болады, там ата-ана приедет деді. Неге сен солай айтасың. Человек- Да. Молодец. Қазақша Правда? үйреніп жатыр. Это лучше, чем я. Мен сұхбат жазғанда, сен маған көрсеткенсің сол үйді, сен бірақ айтқансың, бұл гостевой домик болады деп. Сол үйде қазір ата-аналарыңыз, иә, Иә. тұрады? Иә. 2 жыл болды. 2 жыл болып қалды, иә? Насколько я знаю, в Таразе у ваших родителей был роскошный дом, Большой дом, сад, большой дом. Для родителей, мне кажется, менять локацию в 80 лет За этим тяжело. домом надо смотреть же. Чем больше дом, тем больше внимания нужно. Огород был у них. Сад. Мама сажала, знаете, по 1000 помидоров. Я не знаю, зачем так много, 1000 помидоров. А здесь сейчас они отдыхают. Потому что немерелердің бәрі, балалардың бәрі Алматыда. Один в Эмиратах. И в Таразе практически никого нет. Только родственники. И вы забрали уже их. как бы возраст уже. Видите, они сами уже не могут. Что-то надо подлечить, ноги лечить надо, на массаж надо, да, и так далее, и так далее. А родители, они сами этого делать не будут. Надо обязательно нам повести, сделать или пригласить. Мне очень нравится в Беркуте вот этот подход, что ты очень семейный, да, что ты чтишь вот все семейные традиции. И ты всегда вот такой, знаешь, вот хозяйственный, да? Один раз живем же. Все надо сделать для того, чтобы... Вот у нас сейчас дома, всегда говорю, у нас младшая группа и старшая группа. Наши дети и родители, они тоже как дети, как садик. Все, вышли на улицу летом, купаются, там моншаға түседі, играются, кушаем, далада тамақ ішеміз, самаурын қоямыз. Солай. Жақсы ғой, өмір ғой. Старшая группа смотрит за младшей группой, да? Тут когда как. Содан кейін Иногда наоборот, Да да? наоборот. әке шешесінің батасын алып жүрген балалар өте бақытты болады. Это правда. Это правда. Аиша, я читала в одном из интервью, ты говоришь, мне было тяжело влиться, да,
Все-таки это Тарас, в Таразе другие традиции, да? Но, ты говоришь, мне было очень интересно. Ну, мне кажется, ко всему нужно подходить, потому что в жизни же не все просто. И, ну, как, знаете, такая ученическая позиция везде должна быть, во всем. И в семейной жизни, и... Конечно, было сложно вначале, потому что я вообще не знала никакие казахские традиции. Потому что я, ну, вот с Караганды и в русской семье воспитывалась, и, ну, даже не сталкивалась с казахскими традициями. Когда у нас был бета-шар, я вообще не понимала, что происходит. Что делать, да? Еще Айбек привез в Тарас, получается. Первый раз тогда я познакомилась с родителями. И на меня накинули. Айбек же еще вообще ничего не рассказывает. Я говорю, что будет? Что надо делать? А он вообще очень, на самом деле, молчаливый сам по себе. Из него нужно просто вытягивать прям всю информацию, чтобы понять, что происходит. И мы приехали туда, на меня накинули платок вот так, и адраспаном вот так начали водить. Я не понимаю, чем воняет. Думаю, что это такое вообще? Я задыхаюсь, думаю, нужно умереть здесь или не умереть. Думаю, когда это закончится? Потом меня что-то начали со мной делать, уводить в комнату. Ну, в общем, очень было для меня все непонятно. Но интересно было, что там. Мне кажется, что сейчас дальше. зато ты такая, знаешь, настоящая казахская Келин, можешь сама мастер-классы давать, да? Ну, да, я теперь много что знаю, да. Конечно, больше, чем раньше. Но Беркут очень долго тебя искал. Он женился, когда ему было почти 45 лет. Хорошо, шучу. Это она так смеется, потому что у нее вот здесь сидит, тянется. Что? Чтобы морщин не было. Шучу. Ты же действительно в 35 лет женился, да? 34. Ну, какая разница, 34-35. Это такой достаточно... Нельзя округлить? 30. Нет, хочется ближе к 35. То есть это такой достаточно долгий срок. И? Что происходило? Сұрағанға да сенің. 34 кеше не істедің? Не істедің? Я? Қыздар қарадың. Кімді іздедің сонда сен? Бір қызға 2 жыл кетті ғой. М, Бір қызды білу үшін, көру үшін 2 жылдан кетті. Представляешь? И я вот 4 или 6 лет потерял. Но не все бы выдержали твой характер, начнем с этого. Почему мой характер? Что тебе не нравится мой характер? Аиша, Кто сказал, что у меня плохой характер? и вот так вот еще базу кинь куда-нибудь. Кто сказал? Бізде шоуда әртүрлі конкурстар бар. Бірінші конкурс «Угадай слово». Тофта, конкурсқа дейін. Мы к тебе подарок привезли. Мы же были в Давайте. Индонезии. Беш, Что за подарок? ұмыт кетіп мой совсем. Это было... Мына жерде. Обои, что ли? Один рулон? Телескоп? Или что это? Ты как раз нам звонила же, мы же на Бали были. А, И мы решили тебе подарок. Ты не подумай, что мы то, что домой привезли, решили тебе отдать. Мы специально ходили за подарком. да? Да. У меня есть видео специально. Она Хорошо. спрашивает, что ты записываешь на видео? Я говорю, потом она не поверит. Говорю, вот, мы подарок тебе везем отсюда. Хорошо. Я, Небольшой. кстати, еще на Бали ни разу не была. Да? Вы, кстати, любите, да, на Бали ездить? Да, мы туда Причем вы каждый же год. ездите на Бали не на неделечку, там, не на 2. Вы что, любите уехать на пару месяцев, да? Не, мы на месяц уезжаем. Вау, это что, слоны? Да, там только... Красота. Подожди-ка. Вот это. Вау, какие яркие. Это для вашей новой семьи. Ой, спасибо Чтобы- большое. Вот у вас вот картина. Шикарно. Спасибо. Масляные краски. Вообще, хочу сказать, что Беркут очень щедрый человек. Однажды мы поехали с друзьями в Барселону. Нас пригласил LG, это был тур. И мы потом решили после всех наших съемок поехать в аутлет. Мы приехали в аутлет. Алишер Эликбаев, Бейбат Алибеков, Таукель Муслим. В общем, у нас такая толпа. И мы все так разбежались по этим аутлетам. И в какой-то момент опять мы собираемся в какой-то кофейне, друг друга ждем. И Алишер Эликбаев идет такой довольный с пакетом и говорит, мне Беркут купил куртку. Я говорю, а почему только тебе? А мне? То есть он такой щедрый. Потом, кстати, мы поехали в гости к моим родственникам в Барселоне.
Беркут там всем раздал по 100 евро. Я думаю, ничего себе. Вот так Айта вот. бермесейші оны. Когда вот ему нравятся люди, он может так. Иногда один раз где-то мы тоже выступали, и ему так понравился там, Да. мужчина один. Ну, просто вот как бы... Мужчина мне понравился. Нет, ну, я Среди имею- гостей. Он когда пел, такой, вы мне нравитесь. Я хочу вам подарить 100 евро. Жөнде айтса, Нет, сейчас сейчас- басқаша түсініп Нет, қалады. там были иностранцы. Это были Он еще иностранцы. иностранец был? Ну Ему просто, нравятся иностранцы. нет, и просто там люди, как, ну, они танцевали Нет, хорошо. это Нет, были, ну расскажи ты, я это- как-то плохо это рассказываю. Это были политики. Мы приехали в Боровое, нас пригласили, сказали, вот надо будет выступить там. Не политики. Не кто-то. политики? Кто-то, Нет, министры, кто-то был. ну, может быть, ладно, В не общем, помню. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, там. И вот этот человек с Таджикистана, да? Или Вот, Туркменистан? да, по-моему, Туркменистан. Туркменистан. Да. Он единственный так от души танцевал, просто там. Девушек вообще не было, только Аиша была, и еще одна девочка была. Да, вот больше одни мужчины были. Я переживал, я говорю, мы же обычно, когда выступаем, қыздар билейді ғой. Қыздар содан кейін жігіттерін шығарып алады. Иә. А мына жақта өңкей еркектер билеп жатыр да. Кімге қараймын Мужчины дейсің, обычно да? не танцуют И одни. этот мужчина прям зажигать етті ғой жаңағы жерде. Содан кейін до того, просто душевный адам, да, көрініп тұр да, он взрослый человек, бір 60-қа келіп қалған адам. Да. Я взял такое... Кольцо? Золотое кольцо. Да, у него было новое кольцо. Обручальное? Нет, нет. Чем я тебя... Қайдан Вообще білесің? семить басы сен. Ага. Мне друзья с Индии привезли, индусы привезли кольцо такое здоровое, золотое. С камнем. Нет, без камня, Без просто камня. кольцо. Ну, а с красивое рисунком. такое было. С Я каким-то говорю, этим. за то, что вы хорошо танцевали, да шесть пер. А, Он нас, пока мы не ушли, он проводил нас. Аиша, когда он такие неожиданные делает подарки, да, это все-таки же из семейного бюджета, да? То есть вы вдвоем зарабатываете, да? Это деньги, как говорится, лучше бы в дом. Нет, у нее отдельно. А, отдельно? То есть у тебя как, зарплата жены? У нее есть свои проценты. А, свой процент. 50. Нет. А сколько? Я Почему даже не не буду 50? говорить. 10%. 10? Что Да. это за минимальный процент какой-то? Мы НДС сейчас будем платить, а тут 10. А? Это Аиша? чисто на карманный расход. Қалғандар мен өзім алып беремін ғой. А. Если мне что-то нужно, я прошу. То есть 10%, допустим, от выступлений ты забираешь сразу себе? Это просто мне закидывается, чтобы у меня были всегда деньги. А, ну классно. Ну когда вот он делает неожиданные покупки, Алишеру Еликпаеву купил там куртку Лора Пиано, да, тут кольцо подарил. Ты Я рада. говоришь такая, так, стоп. Нет, я рада, ну это хорошо, когда человек Никогда щедрый. не скажешь. Это же наоборот хорошо. Чем больше мы даем, тем больше, ну, все равно возвращается все. Это надо быть щедрым. Хорошо, когда мужчина щедрый. Это качество красит любого мужчину. И, кстати, Но не только хорошо- мужчин, но и женщин тоже. Да, и хорошо, знаешь, определить, щедрый мужчина или нет, просто посмотрел на его женщину. Смотришь, и сразу понятно, щедрый он или нет. Вот смотришь на Ишу, мне нравится, она всегда в красивых нарядах, красивые туфли фирменные, да, украшения. Вот здесь Олег мне мы... привозит, когда, например, сам едет в Дубае, он мне может привезти там туфли, сумку. То есть он знает размер, Да, он знает, он просто потом приходит, фотографирует все, говорит, тебе что нравится. то есть он отвечает за твой гардероб, получается. Ну, не всегда, но да. Ну что-то и мне кажется, ты же еще и являешься продюсером вашего дуэта, да, и ты сам знаешь, например, вот сегодня вы лук, наверное, вместе, да, собирали? Нет. Нет? То есть так совпало. Мы же вместе живем же. Казахстан как будто без көрші адам что так совпало. Как может совпасть? Мы же в одной комнате живем. Но... Привезли одну и ту же одежду. Да. С одной спальни выехали, с одной гардеробной выехали. Не, ну вы же должны как-то согласовать, например. Аиша говорит, я сегодня буду в черном, да? Или как? Нет. Она когда собирает вещи, я вот так смотрю, что она собирает. Все, хорошо. Если она в черном, значит ты тоже в черном. Да нет, мы не согласуем. Что хотим, то одеваем. Ну, как-то иногда Ну вы очень гармонично Не всегда знаю. смотритесь, да? Согласитесь? То есть это всегда полная гармония. Біздің шоуымызда әртүрлі конкурстар бар. Бірінші конкурс «Угадай слово».
за 15 лет друг друга, я думаю, очень хорошо узнали. Поэтому я прошу вас сейчас, давайте начнем, конечно же, с кого? С Беркута. Да? Беркут, надевай, пожалуйста, вот эти наушники. Я вам сейчас дам слова. Аиша посмотрит это слово, и она тебе будет его проговаривать вслух. То есть она будет говорить его вслух. Ты должен угадать это слово. Это прям одно окей? слово просто. Да, одно слово. Не фраза. А она будет говорить. Она будет говорить, ты должен угадать слово. В наушниках просто будет играть музыка. Итак, слово, которое должен угадать. Ты прям можешь Я могу кричать. просто говорить прям говорите, громко, да? Давай, я говорю. Концерт. Концерт. Ну, варианты. Оссаш? Нет, подожди. Концерт. Концерт. Оссаш? А почему? Хойсаш? Нет, концерт. Массаж? Да иди, что ты врешь? Ты не понимаешь? Смотри, Еще раз. концерт. Ойсыз. Русская. Орысша. Концерт. Осса. Ай, Вайбек. Орысша. На русском. Концерт. Не торопись. О, А ты божечки. показывай. Чё, можно Нет, показывать? не разделяй. Да. А, не раз- Концерт. Вместе. Еще раз. Концерт. Гости? О, Гости. Кто, Нет. Концерт. И мы поем. Тут люди сидят. Гости? Нет. Мы в гостях поем? Певец? Нет. Смотри. Божечки. Много людей. Оскар? Нет. Много людей. И в общем, Публика. что это? Концерт. Да, молодец. Браво! А что, непонятно? Нет. Аиша, твоя очередь. Надевай наушники. Еще непонятно? Я думаю, что за оссаш, массаж? Просто любимый сүйікті сөздерін айтып жатсың да. Все, надела? Смотри по губам. Бали. Пак, Бали. Бали. пак. Ли. Портрет? Я портрет, да. Бали. Первая буква какая? Ба. Па. Ма. Скажи полностью слово. Бали. Б. Бали. Ба. И? Че ты орешь вообще? Чё? Бали. Бали? Браво! Бали? Господи. Молодцы! Бали? Хорошо идете. У нас, кстати, не все семейные пары сразу друг друга вот так вот понимают. Но это самый классный конкурс, поэтому теперь прошу, надеваем Ты наушники. как-то не четко говоришь. Все? Поехали. Включилась музыка? Там вообще ничего не слышно, оказывается. Да? Все? Микрофон. Что ты делаешь? Слово скажи. Микрофон. Без этих дерганий слова скажи просто. Это и есть слово. Убери руку. Руку убери. Это он. Руку убери. Слово скажи. Микрофон. Микрофон. Почему микро? Микрофон. Патиссон. Нет, почти. Патиссон. Нет. Опять гости. Нет. Вот это, что это? Че это? Да-да-да-да-да-да. Это я пою. Крокодил играем? Да. Наконец-то понял. Микрофон. Вот, во что я пою. Стакан? Хорошо, окей. Вот. Микрофон. Да, господи. Какой стакан, Эми? Ну ты показываешь вот так стакан. Вот я показываю микрофон, я же пою. Итак, следующее слово. Губы. Читать по губам? Кино. Что? Кино. 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 И-о? Кино. Кино.
Вообще, Все-таки чувствуется, что Аиша моложе, да? Она как-то быстро попадает. А вот у тебя вот все-таки возрастное. капец, Ты такой так сложно немножко услышать. долго. Так... Бетіңе су шашып жіберейін ба? Жоқ, бетіңе макси шашып жіберейін ба? Давай, наушники лучше. Итак, Так просто следующее слово. отвлекаешься, когда музыка там играет, Да, и да, прям да. вообще, ну, Так, кажется, следующее сложно. слово. Айфон. 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 Алло? Алло, Вот, да, молодец, алло. Вот это что это? Что это? Что ладошка, это? шапалак, Подожди. айфон. Да, молодец. Все, последнее слово. Любимое слово на протяжении всего этого года. НДС. НДС. Таз. НДС. Первая буква какая? Н. Не. Д. Дальше. Д. Не. Д. НДС. Н. Д. 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 Интернет? Не. Д. С. Какой-то. Последняя ас. С. Последняя с. Первая не. НДС. А? Так я тебя вижу. Скажи еще раз. НДС. Блин. НДС. По-другому как-то покажи. Деньги, деньги. Деньги убрал? НДС. Не знаю. Как тебе объяснить же? Н. Н. Д. Л. Д. Ни. Д. 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 Не. Д. 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 Запас какой-то? А. Давай. Мир? В общем. Придется на крокодила Да. переходить. Да. Деньги. Отдал. Деньги наличные. Отдал. Ты что, чаще высиди? Взял. А, типа отдал. Типа зикет, типа... Типа Богу? Хуже! Хуже! А, это этот... Когда ты... Когда ты... Это когда ты отдаешь деньги кому-то, взятка типа? Нет. Нет? Ты, да, это, ну это деньги какие-то. Всем позорно, шармасыз, какой взятки? Кто-то высокий. Банк. Государство. Государство. Да, государство. Налог. Да? Налог? НДС. НДС? О, Господи. О, Боже. Браво! Это так сложно. Зато мы узнали много интересного. Что, например, Беркут не хочет платить НДС. Да? Почему я заплатил? Как вы 15 миллионов, да, порог снизили? Ну, артисты точно превысили. Я плачу. Объект платит. То есть ты давно уже платишь, Да. да? То есть для тебя 20% НДС норм. Почему 20? Сейчас 3? будут Сейчас 20. будет 20. Ну, теперь 20 будет, да? То есть ты нормально к этому относишься? Ну, это Не как знаю. бы ненормально, но что сделаешь сейчас, если такой закон принимает?
Было бы хорошо, если бы вы там где-то увеличивали, то значит где-то нужно поднимать что-то. Ну, как бы логично. Ну, потому что в шоу-бизнесе есть деньги. Как бы Ну, тоже не всегда. не всегда. Смотря как работаешь. Не всегда. Но определенные артисты есть, которые могут заплатить. Но ты ничего не писал на эту тему, я не видела постов, то есть ты так спокойно отреагировал. Но еще же не утвердили, по-моему. Не утвердили, но сейчас идет как раз процесс переговоров, да, с государством, когда бизнес должен выступить. Вот я, кстати, помню, как во время пандемии ты сделал заявление. Давайте посмотрим. Уважаемый Касмжамат Кемелюла, обращаюсь к вам от имени граждан Казахстана. За срок больше месяца введенного карантина в стране Подстава, ровно медицинские подстава. службы наверняка уже умеют и Ты способны обратился к главе выявлять, государства, вирус чтобы у вас человека. выпустили, да, чтобы Мы со артисты своей могли стороны петь. в частном порядке ездим. Я не себя просил же. Тыңдасай до конца. Құлағың кішкене ашып. Нет, я вот, честно говоря, помню. Я, понимаешь, на тот момент были люди, которые зарабатывали каждый день. То есть они күніге тапқан ақшасымен өмір сүрген адамдар. Ол такси, там кто-то уборщицы, которые в день приходили, в тот же день забирали свои деньги. Например, 5 тысяч тенге, 4 тысячи тенге. Сол сияқты көп қой халық. Я вот про этих говорил. Потому что такси, вот эти, у которых не было заначки, запаса не было, они жили просто ежедневным заработком. А видишь, люди подумали, что ты про шоу-бизнес тоже говоришь. То есть все концерты до, и все остановилось. Все остановилось, Я да. не сказал бы. Просто, знаете, Айбек, он очень такой молодец, он в этом плане, он умеет обращаться с деньгами. Потому что, например, я не умею вот так, он хранит что-то там, у него есть запасы, и ну, он думает где-то о будущем, и поэтому, может быть, было и не так уж То есть сложно. вы не ощутили, да, сложности? Ну, у нас... Она кайфовала, короче. И Она мне дома было лежала. хорошо. Ну, как лежал? я была. Ну, прям. Дома я... Нет. Я тоже Нет, лежал, у нас сериалы дома... смотрел. Нет, это только Каждый ты день делал. Шашлыки. Но я ездил через день, да? Да. Через день мы ездили, жаныма водительді алып алдым, братишку, и по магазинам покупали, и греш шаха, тем, кто был Развозили, да, сложно, продукты? продукты развозили. Да, продукты развозили. Через день практически ездил. А у тебя есть, помимо вот... Мне ваших- даже вот эти гаишники все знали. У меня микроавтобус был такой, тогда был Volkswagen такой. Социалка едет, социалка едет. Я уже социалкой стал. Такой проезжаю. Но это классно, что у тебя были сбережения. Помимо шоу-бизнеса, у тебя есть другой бизнес? Сейчас нет. Ну, был же, да? Был. Есть еще бизнес. Какой? Айран. Айран. То есть вы выпускаете айран? В молочку? Эмиратах. Не здесь. В Эмиратах. Производите там Да. и продаете там. Супер. Я с другом, мы компаньоны. Ну, как бы я вложился, но как бы я неофициально на бумагах, но получаю дивиденды. И еще ты пробовал себя в кино. Да? Мы знаем, что Айбек снял 3 фильма, и один из них был ужастик, где ты потерял 160 Один тысяч из них долларов. был ужасен. Ужасен и ужастик. Ну, жанр ужас, да, такой, как он называется? Триллер, триллер. триллер. И я знаю, что ты потерял там 160 тысяч долларов. Ага. И? То есть это был неудачный заход в кино. Ну да, оказывается, люди любят комедию. Ну что, друзья, за успешное прибытие. Этот дом Отпустите ее! Кто вы? – это очень хороший вопрос. Вы кто? Ночка будет долгой. Ну а почему ты решил снимать ужастик? Да меня, если честно, досым бар. Он уговорил меня, давай кино будешь снимать, давай кино будем снимать. Я говорю, ну, я никогда не снимал, давайте попробуем, научишь меня? Он говорит, а он вообще сфера кино. киношник, да? Да, сфера кино. И он такой, а у Бакира, знаешь же. Оператор. Да. Да-да-да. Он говорит, вот, давай вот такое сделай, вот будет шикарно. Он даже все место показывал примерно, вот Боровом там и так далее, и так далее. Потом думаю, ладно, давайте. Ну вот так, на поводу ушел. А так нормально? Нет, я не жалею, это опыт же. Опыт, тәжірибе.
Сондықтан да это такой неоценимый опыт, которым в следующем я уже как бы... Это хорошо, когда у тебя первый фильм, потом ты потихонечку растешь, второй фильм, и третий фильм уже хороший был. На третьем Мы фильме уже- ты уже заработал, да, Да, на да. суперагентах? Сколько? Не знаю, у нас настроя, поэтому мы не помню. Где-то по 50 тысяч долларов, наверное, По заработали. 50 тысяч долларов. Ну, Чисто это вот, хорошо. просто. Ну, знаешь, там заработать очень сложно, на самом деле, потому что 50%, как вы уже купили билет, 50% забирают в кинотеатре, потом есть 10% рекламная кампания, есть еще 20% НДС, еще что-то 7% или 8%, и остается там процентов 10 или 15. Вот и считайте. На самом деле очень... Комайдушница? То есть ты уже туда больше не будешь Нет, заходить? почему? В В следующем кинобизнес? году туда хваса. И Это я делаю это не для заработка, я это делаю для души. Чтобы завтра осталось в памяти детям, что было, вспомнить, показать. У нас дети любят смотреть Айбека фильмы. Они смотрят. Айбека фильмы, да? Ну, кто еще, кроме детей, поддержит ужастик? Не ужастик. Нет, нет, Только дети, наверное, не смотрели. нет. Я такие, папа, мы уже 20 раз посмотрели. Не ужастик, это же Они комедии крайне любят. же комедия же. Комедии, да. У меня почему-то получаются такие больше детские фильмы. Они такие добрые, получаются, и такие, ну, Да. знаете... «Загадай желание» — это второй фильм. Второй. был. Ты была же на примере? Что Да, ты? конечно, Ты конечно. с попкорном чуть не падала Да, от да. смеха. И третий фильм был «Суперагенты», где играл Сека Вайн. Шеф, позвали? София сбежала в Дубай. Возьми кого-нибудь с собой. Есть кто на примете? Есть один серьезный человек. Сека, собирайся и быстро выезжай в аэропорт. Летим в Дубай. Куда? Я вообще представлял, что море, пляж. Что она тут делает? بقول لك انت حسبت انك هترجع مننا ولا ايه؟ София! Остановись, я тебе говорю! Джип забрали, девчонку подкинули, товар сгорел. Если бы я знал, что все так будет, я бы ни за что бы не согласился. В следующем году ждем кино от Беркута, и я думаю, что это будет... Но мы сами будем играть с Аишей. Беркут, скажи, пожалуйста, деньги, которые ты зарабатываешь, да, у тебя их много, я так понимаю, ты... Той, міне сен қоймадың ғой, сен ақша туралы сөйле. Басқа әңгімең бар ма, жоқ Қазір па? мен айтам, өйткені... Постоянно ақша туралы сұрай ма? Почему про деньги? Потому что я хотела задать тебе вопрос, инвестируешь ли ты в акции, Нет, фондовый рынок? нет. Вот Никогда. нужно попробовать Никогда. с Freedom Broker. Я уверена, что каждый из вас задавался вопросом, куда уходят мои деньги и почему никак не получается накопить на мечту. У меня есть для вас классное решение и главное, оно бесплатное. Freedom Academy запустил курс «Финансовый чекап». В курсе всего 12 небольших уроков, это займет 1 час вашего времени, где вы сможете получить финансовые решения, проанализировать свои доходы и расходы и полностью разобраться в своих финансах. Здесь вы узнаете, как составить финансовый план и навести порядок в личном и семейном бюджете, как разобраться в инструментах инвестирования, даже если вы полный новичок, и главное, как сделать так, чтобы ваши деньги начали работать на вас. Курс ведет Виктория Абылова, финансовый эксперт со степенью MBA. Сейчас Виктория получает также степень PhD в зарубежном вузе. И что мне нравится, в каждом уроке она приводит наглядные примеры. Обучение проходит онлайн, это очень удобно, вы можете проходить курсы дома, в кофейне, где вам удобно, и доступ к курсу сохраняется на протяжении 1 года. И чтобы закрепить все полученные знания, в конце вы пройдете тест. На курсе вы получите четкие шаги, которые сразу можно применять в жизни. И это не просто теория, это реальные действия, которые помогут вам стать финансово свободными. Итак, если вы хотите научиться сберегать и инвестировать, переходите по ссылке. Беркут, Аиша, сіздер шетелде клипті бірінші болып түсірдіңіздер, иә? Қанша клип бар? Сколько клипов вот вы сняли за Мы рубежом? недавно считали, кстати, Сколько? в каких странах мы снимали клип. 8, да? 8 стран. Я что-то забыла. Так, 8 ладно. стран. Это Доминиканы, Куба, Турция, Индонезия, Париж, Испания, Барселона. Франция. Ну, Париж это и есть Франция. Подожди, Барселона. То. Нет, Испания, Да. Франция. Так,
Где еще? Да, Индия. Индия. И еще одна страна. Давайте Слушайте. поможем. Какая была страна? Турцию мы уже То назвали. есть сказали. Эмираты, да. Эмираты. Нет. Египет. Египет. Правильно, Получается, спасибо. 9 стран или 8? 9. 9 стран, друзья мои. Это очень, кстати, выгодно, да? Совмещаете, получается, отдых и работу. Но это обычно... Для меня да, для нее нет. Почему? Потому что боянып жүрет дейді. Во-первых, жарко. Там очень, и получается, ты везешь с собой человека, кто еще... Знаете, раньше я вообще сама только красилась и делала сама себе прическу, Да. когда мы ездили. И это было очень сложно. Но Сейчас ездит с вами визажист, команда. небольшая Как вы- команда, вот да. Мне интересно, как вы планируете эту поездку? То есть, например, вы едете на месяц, там полмесяца вы отдыхаете, Нет, смотрите мы на локации. 4 дня. Нет, мы. На Вот, 4 например, дня? последний Мы раз вот мы последний раз в ездили Индию летали на 4 дня. специально просто, чтобы снять клип. Только снимаете Да? клип. Давайте посмотрим. Мы подготовили нарезки. Ну, этот клип я знаю, потому что я тоже была в этот момент на Кубе. Это был один из первых клипов, да? Это первый, это А второй. это где? Бали. Это на Бали. Бали. Вот Индия. Это вот последний в Индии. Тадж-Махал. Это Испания. Это Турция. Это первый, да? Турция, да? Да. Такое ощущение, как будто где-то Доминикана. Нет, это вот первый клип. Это Египет. Это Капчигай. Капчигай? Правда? Сейчас расскажу. Крайний клип. Я поехал в Египет. Часть клипа там снял, а там, где была она, мы в Капчигай сняли. Вау, то есть вы так совместили. Просто я была Потому что она беременная в положении глубоко. была. Такие, Я- знаете, мне это было секреты 8-9 месяцев. монтажа мы, да, узнали. Почему за рубежом? Нам нравилось просто. Какое? Картинка, да? у Картинка всё-таки другая, красивая, сочная. да. Локации имеют значение. Сразу это уже просто другая картинка, уже готовая, Как бы красивая. деньги в кадре, как Декорация. говорится, да? Деньги видны сразу в кадре. Это же не только красивые локации, это яхты, то есть это все очень затратно. Да нет, не затратно. это. Нет? Это вообще копейки. Я все бесплатно договариваюсь. Жер көріп келеміз, клип түсіріп келеміз. Мне кажется, что это ты подал идею Нурлану Коянбаеву снимать бизнес Конечно. по-казахски за рубежом, да? Конечно. Это мы когда? Мы в 2010 году начали. В 2010 году начали снимать. Никто не выезжал за границу и не снимал, потому Ну, что тебя- все думали, это дорого. Да. Потому что на тот момент, по-моему, Андай, камералар, которые фотоаппаратов, на что можно было снимать, тогда не было. Тогда были большие камеры. Я помню, вот первый раз мы ездили вот с такой бандурой, кинокамера. Это очень было затратно. Оған екі адам керек. Еще как снимать, как получится, не получится деп ойланасың. А қазір мынандай фотоаппаратты алдың, кеттің ғой. И все, никаких проблем. Цифровизация. Ну, тебя можно смело назвать ветераном, да, казахстанского шоу-бизнеса, потому что... Ветеран Беркут- болмай қойыңызшы мен, пожалуйста. Не, ну если ветеран болсаң, мен не істеймін енді. 23 жыл сен сахнадасың. 23 года. Давайте поаплодируем. И ты обычно любишь делать такие коллабы, да? То есть у вас фильм вы снимали, приглашали Секу Вайнс, да? Сейчас появилась новая волна постпандемийных артистов, да? Это Так. группа Альфа, Купугар, Аршат, Жаспар, а? Садраддин. Вот ты с ними что-то не делаешь фиты. Почему? У меня есть с кем коллаб делать. Вот сидит. То есть все, ты выбрал одного человека, и все, и больше ты не делаешь. Не коллаб. стыдно? А я Да я это мы не сценарий стыдно. просто уронила. Надо, кстати, посидеть. Нет, серьезно, вот почему вот с новыми артистами вы не делаете? Ну да? она же обидится. Я почему обижусь? Ну она обидится. С кем-нибудь пойду петь сейчас. Она скажет, а я что? Я же знаю ее. Она сперва скажет, да, конечно, иди. А потом скажет, а я что?
Но И ты всё. поддерживаешь молодых? Кстати, у нас в студии был Адам, он твой земляк, Да, он хороший. очень Мне хороший. нравится. Я спрашивала, хотел ли бы ты спеть, сделать фит, например, с Беркутом? Он сказал да. Да, мне И он нравится сказал, его кстати, голос. что ты его один из первых поддержал. Да, в Инстаграм. Потому что мне нравится такой тембр голоса. Мне по душе. Ну, ты чувствуешь себя уже вот таким ветераном? Вот ты приходишь, например, на концерт, да, а там все 25-летние, да, а тебе уже, извини меня, 50. 20 жылдан кейін бүйтіп жүреміз. Динара қойса әлі отырсың ба вообще-то? А мен, конечно, отрамын, әрине, ешқайда кетпеймін. Нет, ну серьезно, ты чувствуешь, что ты вот, ты же сам когда-то был молодым и там бегал, да, рядом были Дос Мукасан, а сейчас ты уже өзің тоже Я жас ни за кем не бегал, никогда. Никогда. Я уважаю всех, но никогда не бегал ни за кем. Потому что я помню мархум Батырхан Журкенов. Я тогда первый год выступал в длинном, у меня белый вот такой был наряд такой. И вот здесь серебряный этот ремень. Я такой стою, театральный ресторан. И он такой заходит, улыбнулся на меня, посмотрел. Что ты такой в длинном? Я такой, а у меня стиль одежды такой. Я помню, имидж. помню, да. Имидж такой. Ну, Беркут. Да. Да. И мы поздоровались, да, обнялись. Но никогда не было такого, чтобы я прибежал, там, сфотографировался или там. Я уважаю. Не люблю, когда фанатеет. Можно кайфовать, но фанатеть только нужно от него. Браво. Бір сұхбатта Аиша былай деді: я за патриархат, Всевышний создал меня женщиной, Айбека мужчиной. Это все не просто так. Если он создал меня именно в этом теле, значит, я должна пройти уроки именно в этом теле. Научиться слушаться, где-то быть смиренной. Правда, Аиша? То есть ты такая вот очень мудрая жена. Ну, как я стараюсь, учусь. Учусь Она быть очень женой. мудрая. Сейчас современные женщины, вот особенно феминистки сейчас себя слушают, такой, какой еще патриархат? Но это просто, это естественное положение. Ақыл бар әйел ғой. Алфемистерши. На самом деле женщины очень сильные, очень многого могут добиваться и без мужчины. Но женщинам гораздо сложнее быть в таком подчиненном больше положении, потому что быть свободной и сильной мы можем. А вот быть вот в таком положении, где ты слушаешься, где ты, это нам сложнее. И нужно делать то, что, это на самом деле сложнее. Женщина очень много чего может добиться. И одной на самом деле легче. Поэтому нужно идти вот в то, что, если это правда, если я в этом теле родилась, то это не просто так. Это все, значит, сейчас я должна пройти эти уроки, должна научиться этому, потому что это сложно. Это, И Всевышний дал тебе для твоих уроков такого непростого мужчину. Тренажер Что у ты тебя от меня хороший. сложного делаешь, не могу понять. У тебя такой очень хороший Ақылды әйел тренажер. күйеуін төрге он хороший тренажер, да, на самом деле. Ақылсыз әйел көрге тартады. Я с тобой согласна, что быть независимой – это проще. А вот смириться, быть смиренной – это непросто. Терпеть где-то, это же нелегко. Это Идти же... на компромиссы, уступать. О, оказывается, начнется вот здесь вот это. Я, да, могу сказать. Нормально, Айт Саша. Сейчас у меня такое представление, как будто ты вот так дома сидишь. Нет уж такого же. Нет, я Нормально настоящая объясни дома. человеку. Нету такого, вот этого вот. Нету такой Аиши дома. Она нормально ходит. Иногда хах пытает. Я говорю, абалисы. Нет, а у тебя бывает такое, что ты боишься иногда, Аиша? Конечно. Когда она утром детям на детей орет. Любой может испугаться. Нет, у тебя бывает, например, если ты пришел, но не вовремя, да? Так. Ты так тихо открываешь дверь. Скажи честно, страх есть? Нет, Страха такого нет нету. такого. Я когда вижу, тогда страх Он просто есть. не подходит. Он просто не Ты подходит. открываешь, тебе не страшно, но когда открыл, и Аиша такая в белом стоит. Волосы вот так, да? Да. Почему белым? Ну, не знаю, какой был Она в белом просто себя костюме. представляет завтра, когда замуж выйдет, думает, как она будет стоять. Уже примеряется вроде. Не, ну на самом деле, у тебя бывает же так, что... Бывает же в вашей жизни, что ты ее боишься? Я говорю, по утрам боюсь, когда она кричит. Просто я еще делаю сплю, уроки. Она орет.
Да. Уроки делает. Я делаю уроки, у меня здесь все во вторую смену. Я, представляете, со всеми тремя делаю уроки одновременно. Мне кажется, жесткая жена, крепкая семья. Да? Чё? Че? Но в интервью она говорит, я за патриархат. Да. Нет, ну, у нас папа главный, 15 жыл муж болды осы главный. кісінің қорлығын көріп отырған қазақша сөз айтпай жүрміш. Қазақша айтып берші бізге өмір туралы. Давай на казахском, может, пожалуйста, на Ишу. Я все пойму. Қорлықтың бәрін осы кісіден көріп жатырмыз енді. Не істеймін енді. Но Иш, все-таки кто главнее в семье? Муж или Муж, жена? муж, но мы друг к другу прислушиваемся, но он главный. Ну, как А бы, кто правила устанавливает? какие правила? Какие? Ну, например, вот что вот так вот мы будем Кто делать кого? вот так, а вот это вот не так. Она. Мне почему-то кажется, Отвечаю, что она. ты. Нет, я по дому, По дому я главная, Она. как бы. Ну, в смысле, я имею в виду там. где-то, потому что мен жаңа айтып отырмын, мына синий деп жатырмын. Бізде көк қой, қазақша көк дейсіз. Басқа У цвет него жоқ қой все онда. это вот, сиреневый какой вообще. цвет? Ну, Какой как цвет? бы голубо-синий, он такой смешанный, как морская волна немножко. Голубо-синий. Бізде қазақ тілде я қазақша оқығанмын. Бізде көк дейді бұны, болды, синий. Басқа цвет жоқ. Ақ, ана. Это какой цвет? Ак тоже. Да, это. Это Тут- ах тут или ты правильно. молочный? Или такой. бежевый? Такой серовато, какой-то Видишь, холодный белый. Я да? вообще недавно только узнал, что я, оказывается, не разбираюсь в цветах. А она все показывает. Так, вот здесь вот так, вот так, вот так, вот так. Я не спорю. Үйдің бәрін өзі жасап шығады. Секрет вашей счастливой семейной жизни, наверное, в том, что Беркут все-таки соглашается с тобой, да? 90%. Нет, смотрите, просто есть как бы вещи, где я разбираюсь, где есть вещи, где он разбирается. Где он разбирается, я слушаюсь. Где я разбираюсь, он прислушивается ко мне, как бы, ну. В музыке я В разбираюсь. музыке я туда вообще не лезу, как бы он сам. Вообще не лезешь? Он мне говорит, вот это, давай вот это будем делать. Я говорю, окей, давай делать. Тут я говорю, давай вот этот диван. Он говорит, окей, давай этот диван. Ну, у нас же разные интересы. Что-то у меня лучше получается, что-то у него, ну и Смотри, поэтому. семейная жизнь, она же неоднородная, то есть не бывает Конечно. такого, что вот один раз вы там правила установили, Нету и всё, такого. и по этим правилам. То есть это всегда нужно меняться. Но есть, знаете, есть какие-то принципы, ну, какие-то, ну, линии, там, принципы, по которым мы тоже живем, да? Они тоже должны быть общие. Вот я разговаривала с женами артистов, и практически многие, да, все говорят, что все-таки жить с мужем из шоу-бизнеса тяжеловато. Не знаю, В каком смысле? Ну, во всех смыслах. Там в шоу-бизнесе же много всего есть. Это Бек Есть очень хороший. алкоголь, есть... Очень хороший. Ну, там разные есть ситуации, да, скажем. Вот тебе... Ты такой хороший. Да. Нет, я смотрю на тебя, мне кажется, тебе как-то не сложно. Потому что я такой просто он хороший. хороший. Просто он правда хороший. Ну, да. Как Он, мы. он хороший папа, он старается всегда, хороший муж. Я хозяйственник. Хозяйственный. Ему больше интересно, как бы, ну, всегда стремиться домой. Он не то, что там где-то хочет идти, там, ему интересно дома тоже. Интересно и с детьми, и с нами. Ну, как бы я вижу, что он не стремится куда-то там пойти. Космос. Я люблю сажать деревья, ухаживать за домом, аулада, бәрін жасап тастаймын, анау машиналарды тап-тазалап қойып қоямын. Я ненавижу, когда в машине какая-нибудь лампочка горит, там, я быстро иду и срочно делаю, там, или там где-то кирпичик там отвалился, бәрін жасап. Вот люблю этим заниматься. Перфекционист, в общем. И вот такой вопрос. Где вам комфортнее? На сцене, вот тебе, да, Аиша, комфортнее, или же на кухне? На кухне. На кухне. Беркут, а тебе? На кухне? Мне на кухне! Нет, хорошо. Где Ты тебе... имел в виду на кухне? Да, нет, я имела в виду, где тебе комфортнее? На сцене, когда Или? люди тебе аплодируют. Или в гараже? Или просто дома, у телевизора. Вот мы были в Индонезии. Шаршап қалдық. Адам деген жұмыс істеу керек екен. Когда ты все время отдыхаешь, от этого, оказывается, тоже устаешь. И ты уже до невозможности уже хочешь домой вернуться, уже заняться делом, работать и так далее, двигаться. Поэтому, возможно, это 1-2 дня. А так, конечно, я люблю Сцену. сцену, да. Мы только что говорили о том, что вы любите снимать клипы в разных странах, поэтому для следующего конкурса мы приготовили для вас реквизиты. Давайте принесем их, пожалуйста, к нам в студию.
Реквизиты очень такие по размерам, надеюсь, да? Испанские. Беркут, а? Испанские, да? какие-то? Испанские, да? Это что у нас? Это Бразилия, да? Это Ага. Бразилия. Одевать? Что Ты надо покажи. делать-то? Ага, вот так вот надеть. Сіздер караокеге барасыздар ма? Редко. Нет, Редко. у нас дома есть. Следующий конкурс «Караоке без слов». Вы, наверное, видели в ТикТоке, что сейчас, например, вместо слов ты используешь, вот в данном случае Аиша будет использовать смех, а Беркут будет использовать плач. Что? Плачь? Как? Плачь. Ты будешь как будто плакать, а я Как буду будто- да. смеяться. Итак, поехали. 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임 게임 스타일 Там все слова будут. Да, сейчас. И. И сейчас будет точно смешно. Песня Потому сумасшедших. что- Как. Еще классная песня. Классная песня, Да. поднимает настроение. Дайте Сейчас- нормальную песню. Сейчас будет шикарная песня Какая? твоего земляка. Ты должен плачем ее спеть. Жүрек. Ұят емес пе мен? Елуге жақындап қалған адам қазір өйстіп тұрайын деп. Давай. Это же конкурс. Слова будут? Нет? Я не помню мелодию, поэтому надо мне со словами. Да. Браво! Спасибо, Ахмед. Беркут, тебе надо, знаешь, пока Аиша будет в декрете, тебе нужно попробовать в сольной карьере, вот знаешь, типа стиль Сосо Павлиашвили. Тебе идет очень такой. Попробуй. Можно сказать, потом мне заплати за эту идею, хорошо? Итак, следующая песня очень веселая, зажигательная, Магдалена, но петь ее нужно в караоке без слов слезами. Поехали. Давай, да, попроще. Мария Магдалена Ай-яй-яй, чип-чип-чип, Браво! чип-чип-чип, ага. Браво! Слушайте, но вам срочно нужно снимать кино, потому что у вас столько талантов, да? И нужно неожиданные роли, мне кажется. Вот ты не должен быть там таким красавчиком, да? Наоборот, сыграй Я бомжа. вообще не хочу например. играть красавчика. Бомжа сыграй. Бомжа? Почему бомжа? Ну, это необычно Бомж как будет. свой момент? Джо, ну, кстати, если вот бороду отрастишь, очень даже кстати. Потом не говори, что это типа твоя идея. Это моя идея. Вот я давно это уже придумал. Вот скажи. Да? Бомжа?
Не бомжа. а с бородой он Выманал. хотел. А, с бородой? Я думаю, ничего себе, как я попала прям с бомжом-то. Смотрите, давайте сейчас немножечко отдохнем, выпьем Макси чай. У вас, кстати, какой любимый вкус? Никакой. Ну скажи, что? Мы любим воду. Я люблю воду. Да? А я люблю Макси чай. Хорошо, техничная реклама. А я люблю Макси Сперва чай. заплатите. Они мне уже заплатили. А я люблю Макси чай. Друзья, прервемся Шучу на я. небольшую рекламу. Тимур, что ты делаешь? К эфиру готовлюсь. В твоем возрасте, Тимур, нельзя терять силы, свою энергию. Ты сейчас ее все растратишь, у нас через час съемки начнутся, у тебя не будет сил. Да будет у меня силы. Я в хорошей физической форме еще. О, сил моих нет больше. Тима, я тебя предупреждала. Теперь у тебя нет сил, но я знаю, что сделать, чтобы они у тебя появились. Выпей Макси чай. И что, снова в деле? Да, жизнь заиграла яркими красками. Красота. Наш следующий конкурс «Было или не было?». Перед вами стоят карточки. Возьмите их, пожалуйста, к себе в руки. И отвечать на следующие вопросы нужно очень быстро и кратко дать пояснение. Окей? Поехали. Первый вопрос. Было ли у вас, что перед выходом на сцену вы поругались прям серьезно, но нужно улыбаться и делать вид, что все хорошо? Как это? Почему это у вас разные мнения? Ну, это, наверное, Аиша, обычно давай, я слушай, ругаюсь. Аиша, расскажи нам, как это было, что это было. Я не помню, я никогда не помню, на что я обижаюсь. Поэтому это и не было. Я просто... Вы сами не знаете, что вы там Бывает. говорите. Ну, бывает такое, что, например, Бывает, съемки- что я очень сильно могу обидеться, там даже поплакать перед выступлением, и потом выйти нужно и улыбаться. Это очень сложно. А Но когда ты на сцене, например, вот ты обиделась на него, да? Ты, честно говоря, хочешь прям сделать ему больно, но ты на него смотришь, а тебе нужно улыбаться. я не смотрю на него. То есть можно определить, когда поругаешься, когда ты на него не смотришь, да? Ну да, но потом, знаете, как-то вот когда мы выступаем, все равно, ну, забываешь, ты думаешь же о людях, перестаешь думать о себе, как бы, о своих чувствах, и потом в конце, как бы, вообще все забывается обычно. Но все равно обида как-то уходит, и, ну, и есть уже пока вы к выступили, концу уже всё выступления забыл. я уже почти все забываю. Но обычно, да. А у Берку там, как мы видим, с памятью все очень плохо. Он просто не помнит. И просто он не обращает Иди. внимания на мои обиды. Не иди. То есть, сиди он дай бог моя мама, вообще бывает такое, что тебе Аиша может вообще тебе испортить настроение? Спокойно. И ты на сцену можешь тоже спокойно выйти после этого. Да. То есть это я называю профессионализм. Спасибо. Следующий вопрос. Было ли в вашей жизни, что вы не оплачивали штрафы и налоги? Нет, как это? Опять разные мнения, это интересно. Ну, было же. В начале. В начале? Ну, в начале, вот, несколько лет назад, когда говорили, вот, Беркут, налог Тульми, туда-сюда, потом пришлось заплатить. Но это, видишь, тогда было, вот все распущено было. И автомобили, можно было по доверенности кому-нибудь, он мог по доверенности ездить. Сейчас же по-другому все. Да. Все должно быть официально, как положено. Үйлерде, Олгезде. И так же было с налогами. Поэтому как-то Ну, никто не сначала платил. вы попали все в список Forbes, я помню, да? Хайрат, Нуртас, ты, Да, все да. ваши доходы, и после этого к вам пришли налоговики. Да, вот в тот момент. Мы же не платили же, а потом начали платить. Было ли у вас такое, что вы, пользуясь своей популярностью, там, могли встать без очереди или попросить там о чем-нибудь, сказать, ну я же вот Беркут, я же Аиша? Нет, Не было. я так не делаю. Ну, например, гаишник остановил, и вы говорите, вообще-то на выступление тороплюсь, я же Аиша. Нет, я не говорю, что я Аиша, я говорю, у меня муж Беркут. Беркут, ну я не поверю, что ты никогда не пользовался своим именем.
Если я хочу пользоваться, я всегда плачу. Обычно люди сами предлагают, как бы, знаете, ну, Я знаю, что такое внимание, когда ты ақша бересің ғой, болды, кет. Вот где бы ни ходила, там, например, официанты там, или где-нибудь в ресторане, шах, все, люди знают, что ты как бы относишься нормально к этим вещам, и они сразу к тебе уже другое То внимание. есть ты за все всегда платишь? Да. Больше, чем остальные. Было ли у вас такое, что вы специально одевались попроще, там, кепка, очки, чтобы вас никто не узнавал? Не было. ну, я и так-то просто одеваюсь. В обычной жизни, ну, я не люблю как-то роскошно одеваться. Я просто одеваюсь. Но если ты идешь, И например, выгляжу на просто. рынок, на базар, Я тоже просто, я всегда просто одеваюсь. И как на Она не рынке. ходит на базар. Когда хожу, иногда хожу, бывает. И в магазинах хожу же. на чё. барахолке ты последний раз когда была? Была. Когда я была? Сейчас скажу. Сейчас что, зима? Я осенью была. Вот. Слушай, ну это приходит на барахолку Аиша, да? Но меня не всегда узнают. Ну, я потому что не накрашенная, обычная. Хожу. Беркут, ты когда был последний раз на барахолке? Год назад. Год назад. Ты приходишь и все такие? Ты Да, заходишь, Берка смотришь, всегда узнают. Ты заходишь на барахолку, и все такие, Беркут пришел. Примерно так. Я Люди велосипеды радуются. покупал. Мы год назад отца день рождения делали. Тогда вот для призов сыйлықтар алу үшін мен сол барахолкаға барғам. Но ты не прячешься, да, там под кепкой, очками? Нет, я наоборот люблю фотографироваться со всеми, общаться, чай попить. Айбек вообще очень открытый, знаете, с людьми. Я вот этому у него учусь, потому что я так не умею, я стесняюсь. А он всегда вот так, ну, очень открыто к людям Бергеля, относится. чай ішеміз дейді. Сколько у тебя контактов в телефоне? Контактов? Да. А как можно их посчитать? Там же есть... не знаю. Я же говорю, все очень тяжело. Мы тебя научим. Мы современные люди. Мен ақша санамаймын сен сияқты. Я. А вот И очень зря. қанша контактың бар деп санамаймын. Жоқ, мен неге сұрап жатырмын да, сенде қазір телефон бар ғой? Бар. Открой, пожалуйста, свой телефон. Со мной нет. А где он? Что ты говоришь? Там. У кого? Принесите Отдал я. телефон Беркута. Зачем? Мы хотим сейчас проверить, у тебя же есть контакты, Берш. чтобы ты позвонил. Нам принесли телефон Беркута. Сколько у тебя контактов? Давай, я могу тебе показать, ты просто не знаешь, как это делать. Как это? Там просто наверху написано. Давай, Наверху написано? открой Да, контакт контакт. открой. Так. Аиша, ты помоложе, покажи ему. И? Научи. Подожди, я тоже не знаю. А я думала, здесь прям есть. Нет, они в конце, наоборот, в конце. В конце? А вот все, вот все. Сколько? Секунд. 4900. 5000. 5000 контактов. Выбери одного человека, которому ты прямо сейчас позвонишь и попросишь в долг 10 тысяч долларов. Брату только могу, и все. Родному. Да. Нет. Не брат, друг. Нет. Нет? Я не люблю деньги просить ни у кого. Не, ну слушай, тебе никто не откажет. Нет, Ну давай сейчас позвоним, это же у нас все-таки шоу. Позвони какому-нибудь другу, хорошо, не 10 тысяч, 1000 долларов точно займут. Давай. Давай артисту какому-нибудь, да? Нет. Артисту кому, с кем ты дружишь? Нет, артистов А нет. кому ты позвонишь? Позвони другу. Сека Вайнс, давай? Сека. Я с ним давно не общался. Давай, тем более. Давайте поддержим. Кто хочет, чтобы Сека Вайнс? Ну, у меня есть его номер. А? Есть его номер? Сека Вайнс, я тем не более, знаю. снимался у него в «Суперагентах», да? Есть телефон Сека Вайнс? У него нет, видишь, у него постоянно меняется. Давайте, каких еще артистов? Быстро. Кто? Алишер. Кстати, Алишер Эликбаев. Но он мог видеть у меня вчера в сторис еще. Бейбу, давай Бейбуту. Но мы же с ним не дружим же. Ничего страшного, скажи, я машину покупаю, 100 тысяч долларов нужно срочно. О, аккумулятор сел. Давай, Бейбуту позвони, ну все ждут, что ты? Данияр. Какой еще Данияр? Алло. Ешкім зарк. $1000 бере тұрасың ба? Алло, $1000 бере тұрасың ба? қашанға? В любой момент, ертеңге. Хорошо.
Хорошо, хорошо. Вот. Мен казарна просто басқа жігіттер звондап отыр. Нет, это Шымкенттен Данияр. неизвестно, какой Рахмет, Данияр. Данияр, я саған перезвоню. Да. Қазір прямой эфирде отыр едім. Нет, нам Даняр, мы хотим известного человека. Давай, Бейбет. И что сказать? Скажи $100 тысяч, я сейчас машину покупаю, мне срочно. Другой у него, значит, номер. 20 тысяч? Давайте 20 тысяч. Прям срочно. Алло. Бейбет, ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Как дела, брат? Хорошо, спасибо. Тебе вот здесь от друзей привет. Хотел один вопрос короткий. Можно? Можешь мне занять $20 тысяч до завтра? Можно на 2 дня. $20 тысяч. 20 тысяч долларов? Брат, тебе? Мне лично самому, мне нужно самому. Да. Хорошо, хорошо, брат. Все, Рахмет, брат. Ты в прямом эфире у Динары Сачан. Бейбет, ты, оказывается, щедрый парень. Раздаешь направо-налево деньги. А то люди подумают, что у меня можно занимать 20 тысяч долларов. Друзья мои, вы можете... У него не надо занимать $20 тысяч, всем говорю. Это только для Айбека акция. Все, Рахмет, брат. Спасибо. Давай на связи. Болдинг, да? Болдом. Следующий вопрос. Мы продолжаем наш конкурс. Было ли в вашей жизни, что вы забирали из отелей в странах, где вы снимали клипы или просто отдыхали, какие-то вещи? Тапочки. А что ты делал? На кого ты намекаешь? Аиша, он намекает на тебя. Да, я тапочки. Недавно забрала на тапочки. Тапочки. Я говорю, зачем ты тапочки берешь? Хорошие Они тапочки. классные тапочки. Только тапочки или еще что-то прихватила? Тапочки. Нет, только тапочки. Халатик. Нет, нет, халатик. У нас Турсен рассказывал, что они забирают всегда эти ложки для Как? обуви. А, ложки? Нет. Поняла? Вазы. Зачем надо смотреть дома, когда приглашали? То есть у тебя не возникает желания? Нет. Никогда. Я могу максимум зубную щетку там или... Ну, это Мыло? и так для нас, как бы, это не многоразовое же. Но Мыло они я вообще-то иногда не беру. рассчитывают, что кто-то заберет мыло, Какое иногда- мыло? кунь. Нет. Вот эти маленькие, которые? Не. Я иногда беру. Ты что? Иногда беру. А иногда берешь? Ну, шо, Я мыло? иногда ложки забираю. Когда вкусно Такие, пахнет. пластмассовые. А, забираешь, да? Вот видите, потихонечку мы сейчас узнаем. Нет, ладно. иногда, потому что они же, ну, біреудің аяғынан кейін кімге керек ол? Слушай, ну смотря какой отель, знаешь, там иногда такие ложки шикарные. Ну, да, деревянные бывают, да, Да. в Вот видишь, Ритц-Карлтоне. получается, деревянные у тебя уже есть. Нет. Я недавно свою ложку подарил бір кісіге, құдамызға, а там ложка 200 тысяч стоит, А ты где итальянская. ее забрал? Мне этот подарили, индусы подарили. А халатик, Нет, халатик никогда. полотенце? Один раз. Сен, мен білмейтін нәрселерді айтпасын ғой сен. Тыныш отырсайшы. Нет, это, знаете, мы на Бали ездим в отель один... Ну, блин, нельзя, наверное, говорить, да? Нет, говори уже, начала. И Она просто- такая, полотенце, заберем с Нет, собой. я просто на нем занималась йогой, и так удобно. Она все равно грязная. Она все равно грязная, забери ее. Оно такое большое, такое удобное. Я его забрала. И оно сейчас у вас дома зато. Айбек, значит, им вытирается по утрам, да? Нет, Это только твое полотенце. да. Последний вопрос. Аиша, было ли такое, что ты выдавала еду из ресторана или там полуфабрикаты за свою? Нет, нет. Нет, я так не Никогда. делаю. То есть ты все готовишь сама? Не, ну если я что-то покупаю, я говорю, это не я готовила. Если я готовила, то я говорю, я готовила. А что, получается, Беркут прямо спрашивает, это кто готовил? Да не я, при чем тут я? Үйге келген қонақтарда. Нет, дома у нас дома всегда домашняя еда. Всегда, видно же. Как бы. Спасибо большое.
Сен как будто сен біздің үйге келмеген адамша сөйлеп отырсың да? Біздің палауды жедің, Мен жедім, қазанда әрине, дайындаған конечно. шашлыкты Да, жедің. бәрін жедім, сұхбат жаздым. Я просто почему спрашиваю, потому что вот бывает же, что мужчины, какие-то мужчины спрашивают, да, кто приготовил, а какие-то просто едят и все, им не важно. Нет, Айбек спрашивает уже. Вот видите, я поэтому и задала этот вопрос. Айбек спрашивает. Для него это важно, да? Я начал спрашивать, потому что у меня есть родной брат, который у нас иногда останавливается. И он вечером алып келет, палау алып келет, қуырдақ алып келет рестораннан. Вообще не люблю, когда приносят с ресторана, все равно Да, это, поэтому если есть дома еда. Ол енді өз сондай да, жомарт адам да, ол да тамақты үйіп алып келеді да, жетпей қала ма деп. Мен содан кейін сұрайтын болдым, мынау кім дайдан, мына бізге ма жоқ па? Жоқ, бұл Али алып келді, ана жақтан дейді. Вот поэтому только начал спрашивать. Супер, спасибо за информацию. А где вы покупаете гаджеты? Что? Гаджеты. Вот Что я же это? говорю, совершенно не современный человек. Что такое гаджеты? Айфоны, Айфон? наушники, айпады. Слушайте, расскажу. Сдайте. Нам дарят. Вам дарят? Да. Если вы будете искать самые модные гаджеты, я вам подскажу. Есть один классный магазин, On Charge, он находится в Астане. Самые крутые модные гаджеты вы всегда можете найти в On Charge. Тимур, ты что, грустишь? У тебя все хорошо? Да столько праздников впереди. 14 февраля, 8 марта, одни расходы, блин. Тимур, ты знаешь, я знаю, как оправдать эти расходы. И как? Ты даришь своей супруге на 14 февраля шикарный подарок, например, мультистайлер и фен Dyson Airwrap ID, и получаешь 23 февраля iPhone 16. А что это такое? Тимур, это то, что необходимо каждой казахстанской женщине. Dyson, который бережно сушит наши волосы и оставляет наш природный, естественный блеск. А где я его куплю? Где-где? Вон чаш, конечно же. Самые модные и самые желанные гаджеты вы всегда сможете найти в магазине On Charge. Беркут, ты поешь 23 года. Аиша, ты сколько поешь уже? Сколько? 15 лет. 15 лет, да? Держать популярность на протяжении вот более 20 лет на самом деле очень сложно, да? Я вот недавно ходила на премию БИО, и там артисты до 25 лет. И каких-то артистов ты знаешь просто по музыке, да, ну ты как они выглядят, просто не знаешь. А ты вот умеешь, как Киркоров, понимаешь, ты умеешь вот эту волну держать. Как ты думаешь, вот в чем секрет? Ну, наверное, это зависит сперва от себя, потому что я всегда знаю, когда нужно что-то новое. Время проходит, и мы даже көрерменнен білеміз да, мына өлең ескірді, жаңа әндер керек, тағы да шығарамыз, тағы да іздейміз. Ізденіс қой енді, тоқтауға болмайды. Тоқтатпасаң болды, өшесің. 2-3 жыл, мысалға пандемия кезінде ғой, пандемия кезінде 2-3 жыл ешкім ешнәрсе жасаған жоқ қой. Көптеген жастар шығып кетті. Көрдіңіз бе? Оған қуанамыз біз әрине. Қаншама жақсы әндер бар, қанша жақсы әншілер шықты. Мен сол кезде сездім, біз қалып бара жатырмыз. Оп, деді. Оп, Аиша, всплываем. Иә, 2 жыл тынбай жұмыс істедік. Ары қарай әндер шығара бастадық, клиптер түсіре бастадық. Қазір тағы да осы Айша үйде, декретте, мен қазір студиямен айналсам, әндермен айналсам, жаңағы үлкен ұлым ән айта бастады, оған қазір клип түсіреміз, сөйтіп жұмыс қой, еңбек еткен адамға Аллах әрқашанда береді. То есть старший сыночек будет петь? Ну, немножко, да, начинает петь. Ну, как бы, ему, в принципе, нравится, но ему сейчас больше еще нравится футбол. И вот он сейчас такой, не знаю. Выбирает, да? Да, но он, наверное, больше хочет быть футболистом. Пока. Но я еще хотела, знаете, добавить к тому, что Айбек говорит, то, что много очень талантливых людей. И
многие угасают в какой-то момент. Но тут одного таланта на самом деле недостаточно. Очень важно это дисциплина и работа постоянная, постоянный труд, постоянно нужно вкладываться, постоянно. Ну вот как бы на одном таланте все равно я как замечаю, надолго ты не останешься. Таланта не хватит. Талант это здорово, когда есть, но его нужно ему подспорье такое постоянное. Вот вы сейчас Да. отдохнули на Бали Да. и с новыми силами. У нас есть сейчас заготовки, несколько песен, и я знаю, что один из них точно выстрелит, как бы, иншаллах. Поэтому мы работаем. И как раз она дома, я буду ездить Сейчас на побольше студию. свободного времени. И еще я заметила, что для того, чтобы у тебя в арсенале были хиты, ты должен делать очень много музыки, да? Нет, Нет? не обязательно. Это по-разному тоже. Я просто знаю, что будет хитом, а что нет. То есть ты не хиты не пишешь? Стараюсь Нет, есть. предугадывать. Потому что никогда не, говорят же, никогда не угадаешь, вот будет хитом или нет. Ну, 70%, 70% угадаешь. Самовлюбленный адамдар болуы мүмкін. О, менің әнім, мынау әнім, өзім жазған, хит болады. Никогда не будет. Как бы, ты должен отойти от этого и посмотреть на эту песню, послушать ее со стороны. Мне понравилось, как однажды Айбек сказал такую вещь, что, оказывается, среди сплетен, слухов тоже бывают хиты. Да. Одна из самых хитовых сплетен – это сплетня про умершего Булата Назарбаева. То есть это был слух, сплетня. Это вообще ужасный слух, ужасная сплетня. То есть этого никогда не было. Я знаете, откуда я об этом Да, в узнала? жизни От никогда своей не было мамы. такого. Ей таксист рассказал про меня. Но он не знал, что твоя мама. Нет, это и люди верят. Ондай просто. нәрсе болатын болса, біреу еститін еді ғой біздің әріптестеріміз. Біз ол кісінің үйінде, марқұм кісінің үйінде талай болғанбыз. Ну, үйінде емес шығар, может быть, тойларында отырдық, бір столда отырғанбыз. Ондай ешнәрсе болған жоқ. То есть просто кто-то пустил эту сплетню? Да, ну, И люди верят. потому Это что, ужасно. потому что люди еще в это верят. И еще сами потом придумывают еще. И получилась вот такая мощная история, от которой я тоже такой думаю, боже мой, вообще как это? Ну, кейбір адамдар көре алмайды да енді. Көре алмайтыннан кейін уже не жазарын білмей, жаңағы бір нәрсе жазса. Мен ондайларға қазір, мысалға, не обращаю внимания, потому что жақсы мақал бар. Сасыған етке тұз бекер дейді. Ұятсыз жүзге сөз бекер. Поэтому здесь... Браво! Сегодня мы очень многое узнали о вас, и мы увидели, что вы друг друга очень хорошо понимаете. Но напоследок, прежде чем мы вас отпустим, нам бы хотелось узнать, насколько хороша ваша ментальная связь. Окей? Поехали? Какая связь? Итак, ментальная. Я же говорю, Беркут совсем старый. Поднимите ногу. Поднимите руку. Сделайте круг вокруг себя. Покажите сердечко. Сделайте поклон. Спасибо большое. А мы вас очень давно ждали, и, конечно, мы не можем отпустить вас без наших любимых песен от Беркута и Аиши. Жақсы болсаң келерсің судан өтіп сәулем-ай, жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем-ай, жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем-ай.
сәулем-ай, барынында жаманның жоғы жақсы сәулем-ай. Бір сөз айтсаң жаманға теріс қара сәулем-ай, қорғасындай балқыған қайран жақсым сәулем-ай, қорғасындай балқыған қайран жақсым сәулем-ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әулемсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әулемсің. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әулемсің. Жақсы болсаң,